Из чего складывается путь к большому молоку и как на ситуацию в отрасли могут повлиять совместные действия государства и бизнеса? Об этом говорили на Всероссийском семинаре, посвященном развитию молочного дела. Он в эти дни проходит в нашей республике. Тех, кто в молочном деле не просто разбирается, а ушел в него, что называется, с головой, пригласили на передовое предприятие в Чебоксарском районе, чтобы от теории, если будет нужно, сразу перейти к практике. Акулы молочного бизнеса и специалисты отрасли обсуждали, как снизить издержки и при этом значительно увеличить надои. Современное производство должно быть энергоэффективным и наукоемким. Также ставку, по мнению спикеров, делать нужно на развитие племенного поголовья. По крайней мере, в Чувашии к 2024 году его хотят довести до 50%. С буренки с улучшенной генетикой надои в 1,5 раза выше, чем с обычной. Это может подтвердить любой специалист, к примеру, работающий на Новоатлашевской ферме. А в этом вопросе здесь разбираются хорошо. На базе предприятия создан свой эмбриональный центр. Ваши чувашские предприятия должны сюда ездить за опытом, все предприятия, и принимать его здесь, у местных специалистов уже. Даже нам не надо обучать, там, пришлым, да, приезжим. Вот. А приезжать и здесь учиться. Я думаю, что с большим удовольствием местные специалисты поделятся тем опытом, который мы здесь внедрили. Современными подходами к развитию отрасли молочного животноводства со сцены щедро делился и заместитель министра сельского хозяйства республики. К примеру, региональные формы поддержки небольших хозяйств, которые настроены на расширение своих коровников, Сергей Лисицын назвал уникальными. Например, если по России субсидируется 25% от этих строительств ферм, но там ограничение есть по численности от 400 голов. В республике с этого года предусмотрен механизм субсидирования затрат при строительстве более, скажем, таких мелких ферм, от 200 голов. То есть это делается как раз для того, чтобы мелкие предприятия имели возможность тоже построить ферму при поддержке государства. Также сельхозпредприятия при покупке техники могут рассчитывать на субсидию в 40% от стоимости, скажем, трактора или сеялки. Кроме того, поддержкой государства могут заручиться и те хозяйства республики, которые заинтересованы в покупке эмбрионов для получения племенного поголовья. Им возместят 70% затрат. Евгения Зиновьева, Вести Чувашия.